Культурное наследие ингушского народа. В Джейрахском районе в прошлом году из обрушившегося склепа извлекли артефакты, представляющие большой научный интерес для всего мирового сообщества. Помимо 200 человеческих останков здесь нашли курхарсы, женские головные уборы, обувь и их фрагменты, стрелы, музыкальный инструмент, саплю, кинжалы, предметы домашнего обихода, ткацкие иглы, берестяное письмо и женские украшения. В результате кропотливой работы по изучению артефактов, которая продолжается и сейчас, удается получить новые факты и данные, которые изумляют видных ученых своей уникальностью. О очередных открытиях и о воссоздании редчайших предметов истории народа расскажет мой коллега Ибрахим Цураев. В былые времена на Кавказе платок, сорванный горянкой с головы и брошенный к ногам участников смертельного поединка, заставлял опомниться. В настоящее время головной убор, поднятый из склепа в Цоре, закрывает спор о том, был курхарс элементом традиционного костюма ингушских женщин или нет. И не один головной убор, но целая дюжина в количестве и качестве. Очень много открытий. Мы вчера сделали макросъемку и были потрясены тонкости работы. Предметы очень высокого уровня, и, безусловно, это составит золотой культурный фонд даже вот мирового уровня, не обязательно, не только вашей республики. Специалисты Института реставрации не скупятся на восторженные отзывы, делая предварительный осмотр. При этом местные эксперты, которым довелось более детально изучить дары царинской усыпальницы, восхищены не только оформлением курхарса, но и техникой обработки основы этих парадных элементов. Войлок не испортился, он был пропитан, видимо, специальным раствором, специальным каким-то клеевым растительным составом, который сохранил максимально верно его форму и не позволил деформироваться ему. Благодаря этому мы взяли лекало, полностью замерили его и воссоздали именно в форме точную копию. Курхарс, произведенный по царинским образцам в студии «Истинг», стирает из памяти иные формы, восстановленные прежде местными мастерицами с душой, но не совсем корректно. Курхарс, который хранится в Ингушском государственном краеведческом музее, он деформирован. А и еще один есть образец, он в Российском этнографическом музее, его в 30-е годы увезла Студенецкая. Они тоже деформированы, и по ним невозможно было восстановить подлинную форму курхарсов, что, конечно, и происходило. И восстанавливали курхарсы, были попытки, но они не всегда были верны, не всегда были точны. В могильнике обнаружено, вероятно, и средства, на которые в средние века горцы приобретали шелк и прочие материалы. Вести в моем лице потомка царинцев получили приглашение на ту самую Октябрьскую историческую экспедицию и право прикасаться к отдельным ее материалам. У меня на ладони самый маленький по размерам, но большой по значимости экспонат из Цори – серебряный акче султана Мурада III. Не просто акче Мурада III, но акче Мурада III, отчеканенный в 1574-75 годах в Шимахе, что на территории современного Азербайджана. Уникальный экземпляр. Впервые описан и опубликован он был в 2017 году. Сколько таких монет известно, мы не знаем. Монета действительно редкая, и находка ее на Северном Кавказе, пока тоже очень редко, потому что она уникальна. Состояние царинского акче говорит и о том, что он, вероятно, своим последним хозяином использовался по прямому назначению. Монета не имеет отверстия, то есть какой-нибудь дырочки, через которую она могла подвешиваться, или ушко, через которое там пропускалась веревочка. Монета действительно из обращения. То есть она не использовалась как украшение, а находилась у человека как денежный знак. Акче был в обороте с 14 по 19 века. Очевидно, именно в этот период в ингушском языке появилось новое слово. В ингушском языке до сих пор деньги обозначаются словом ахче. Такое положение засвидетельствовано и для соседних кавказских народов. И все это вместе говорит в пользу того, что в средневековое время было прямое или косвенное воздействие денежной системы Османской империи на соседние области и регионы. Цори был центром крупнейшего ингушского общества, по критериям своего времени мегаполисом. Историк Джабраил Чахкиев на основе предметов старины
обнаруженных в пределах этой территории в предыдущие десятилетия, утверждает, здесь проживали наиболее искусные ремесленники и мастера, знатоки народной медицины и горского обычного права, опытные жрецы, воины и музыканты. Не исключено, что этим Дахченпандером из царинского захоронения в походах пользовался Иланч, и воин, и музыкант в одном лице. Иланч – это воин, сказитель, и он хранился с большими почестями, этот человек, потому что он мог своими сказаниями, своими илли поднять дух в такой решающий момент. Или же, допустим, человеку, который героически поступил в какой-то определенный момент, посвятить ему целую песню илли. На фотографии, сделанной в конце первой четверти 20 века в Цоре, местный музыкант с древней разновидностью смычковых – атхек-пандером. Подобный инструмент уже восстановлен обществом Дзурзуки. Стоимость серебряного акче из склепа нумизматы установить сумеют. Прочие находки – оружие, инструменты, элементы одежды и быта – бесценны. Не о золоте, не о серебре, но о бронзе, говорят останки хозяев всего этого имущества – ингушей из Цори. Вот это вот население, это очень древнее население Кавказа, автохтонное, как мы говорим. Вот этот вот тип исходный, еще с эпохи бронзы, вот именно у этих людей сохранился. С октября прошлого года, когда в процессе извлечения из обрушенного могильника останков более 200 царинцев на поверхность были подняты и предметы их пользования, интерес к теме не спадает, напротив, усиливается все новыми выводами и подтверждениями. Специалисты говорят о необходимости масштабных исследований в горной Ингушетии. 1176 башен, 1150 объектов нежилого типа мавзолеев, святилищ, склепов. Им еще открывать свои тайны, дополняя страницы истории хозяев страны башен и легенд, аборигенов Северного Кавказа, ингушей. Ибрахим Цароев, Малсик Игиев, Мухаммад Багаев, Халид Танкиев, Луиза Нальгиева, Мадина Марзиева. Вести Ингушетия.